Ақшам шерифлеріңіз қайырлы болсын. Миллет телеканалының қайғылы мұхлислері. Доброго вам вечера, дорогие телезрители телеканала Миллет. В эфире передача, цикловая передача «Уч Фильджан Кайве». Общеизвестно, что 18 сентября в нашем государстве, Российской Федерации, будут проходить выборы в Госдуму. Это очень важное мероприятие, которого народ ожидал, к которому народ готовился. От того, кого мы выберем в этот государственный орган, зависит не только будущее нашего полуострова, но и всей России. Добавлю, что сотни зарубежных наблюдателей здесь, в Крыму, будут внимательно отсматривать ход выборов. Значит, мы не должны ударить лицом в грязь, потому что мы голосуем за будущее нашей республики, за будущее России, за будущее наших детей, нашего поколения. И вот по этому случаю у нас сегодня в гостях председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных народов, граждан, Заур Русланович Смирнов. Приветствуем вас. Приветствую вас. Салям алейкум, Сагалави Тандашлар. Добрый вечер, крымчане. Да. Значит, если татары не в полном составе явятся на избирательные участки для волеизъявления, чем это грозит для конкретно крымских татар? Ну, я бы немножко начал с истории вопроса вообще участия, скажем, или неучастия крымских татар в выборах, и в частности здесь, в Крыму, за тот, скажем, относительно всеобщей истории 23-летний период это не так уж много, но для жизни человека и для современного мира, когда очень динамично все меняется, то 23 года все-таки это серьезный период, тем более, когда он наполнен очень насыщенными историческими событиями. И, конечно же, в этой связи я вспоминаю вот те периоды, когда крымские татары стояли на грани выбора и определялись, насколько им участвовать в политической жизни, насколько им не участвовать. И всегда мы приходили к результату, к сожалению, к великому, в том числе на своих собственных ошибках, к результату такому, который четко заявлял о необходимости самого активного участия, самой активной работы в выборном процессе, самой активной работы в процессе формирования всех избирательных институтов. Это и участковые комиссии, это, конечно же, и быть кандидатами, это, конечно же, быть избранными, поскольку все эти факторы, они во все времена определяли будущее не только одного народа, скажем, не только крымских татар. С того момента, когда были придуманы выборы, что является, безусловно, инструментом демократии и любых демократических процессов, вот именно с тех времен они и определяют эти выборы, судьбу уже в целом государств. И, конечно же, Республика Крым, будучи сегодня молодым субъектом Российской Федерации и находясь в состоянии государственного строительства, находясь в состоянии собственного усовершенствования, определяет данные выборы как исторические. И то, насколько каждый субъект избирательного процесса примет участие в этих выборах, настолько и зависит судьба этого субъекта в дальнейшем. И мы с вами, все крымчане, крымские татары, безусловно, являются одним из ключевых субъектов, поскольку мы всегда говорим о высокой политической активности крымских татар. И, конечно же, вот те прогнозы, которые сегодня мы слышим, и они более чем обнадеживающие, и ВЦИОМ заявил о том, что
Крым будет в числе тех субъектов Российской Федерации, где явка превысит 60%. И собственный наш опыт, и наши собственные исследования, и в части самих крымских татар, показывает, что, несмотря ни на что, крымские татары покажут наиболее максимальную явку на этих выборах. Я вообще нисколько не сомневаюсь, что это будет также выше 60%. По нашим данным, лишь 20% крымских татар не определилось с тем, пойдут они голосовать, либо не пойдут. И еще 20% не определилось с тем, за кого они будут голосовать. А вот все остальные уже определились. И я считаю, здесь несколько таких важных движущих факторов. Конечно же, то, что сделано за последние годы, я имею в виду вот за текущий период, за 2015 год, я думаю, что это как раз-таки послужило критерием высокой оценки доверия крымских татар власти. Это, конечно же, разрешение земельного вопроса, когда мы с вами были вот буквально недавно свидетелями того, что около 3500 человек уже эти участки получили. Сейчас уже идет процесс оформления правоустанавливающих документов. Мы знаем, что за эти 2 года около 200 семей из числа репрессированных, реабилитированных народов получили жилье по программе обустройства. Мы знаем, что строятся дороги сегодня по всему Крыму без исключения. Для крымских татар они строятся или нет для крымских татар. Мы все этими дорогами пользуемся. Мы знаем, что сегодня активнейшим образом идет программа выкупа жилья в районах сельской местности, опять же, для категории реабилитированных граждан, и это будет более чем 100 семей. Конечно же, здесь я не могу отметить строительство соборной мечети, которое ведется под личным патронатом нашего президента Владимира Владимировича Путина. Не могу не сказать об открытии совсем недавно городской мечети в Симферополе, Сейд-Ситтар, и медресе на 50 ученических мест. Это абсолютно 2 новых объекта, которые были построены чуть более чем за 1,5 года, уже в российском Крыму. Конечно же, отдельного внимания стоит то, что крымские паломники ежегодно посещают благословенные места в Мекке. И мы знаем, что цифра с каждым годом только увеличивается, а в текущем году абсолютно квота открыта. И здесь муфтият совместно, конечно, с правительством Республики Крым делает так, чтобы крымские мусульмане имели равные права и возможности со всеми другими народами, представителей иных конфессий, проживающих в Крыму. Ну, одним из таковых факторов мы, конечно же, называем государственные праздники Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, наравне с Пасхой и с Троицей. Следующий момент очень важный, это, конечно же, те первые шаги, которые мы делаем в укреплении, в изучении и сохранении крымстарского языка. В текущем году 45 000 учебников, которые были изданы издательством «Просвещение», поступили в крымские школы. Это учебники для изучения крымстарского языка. И, конечно же, очень знаковым событием будет в этом году окончание строительства национальной школы на Фонтанах, почти на 1000 ученических мест. Вот все эти факторы и определили тот движущий фактор, согласно которому люди и сегодня доверяют власти, и они пойдут на избирательные участки. И, конечно же, очень, я считаю, что немаловажным является и тот факт, что среди, скажем так, сильных партий сегодня есть кандидат от крымских татар, который, я уверен, что имеет большие шансы прохождения в Государственную Думу. И он вместе с крымской командой кандидатов, без сомнения, я уверен, что эти кандидаты станут депутатами, будут отстаивать интересы Крыма в целом. Безусловно, этот кандидат, он знает и проблемы крымских татар не понаслышке, поскольку занимается этим вопросом. И, конечно же, это тоже определяет выбор от той части крымских татар, которая уже определилась и которая знает, что пойдет голосовать, и которая знает, за кого пойдет голосовать. Тем более, что мы все осознаем историческую важность этих выборов, ведь только лишь 100 лет назад была Госдума, скажем,
ее юрисдикция распространялась на Крым, и тогда представители от крымских татар, лучшие представители, были депутатами этой Государственной Думы, этой огромной великой страны. И сегодня вот история повторяется, и, конечно же, этот шанс крымские татары не упустят. Мы, объезжая вот многие села, особенно вот сейчас, в праздник Курбан-Байрама, слышим от наших стариков о том, что действительно только говорят: создайте нам условия, помогите нам с транспортом, помогите с доставкой, мы все готовы идти на выборы, готовы идти голосовать. Мы, естественно, будем со стороны местных властей, со стороны республиканских органов оказывать максимально комфортные условия для того, чтобы обеспечить эту явку. И крымские татары извлекли тот урок негативный, который приобрели в 2014 году, в частности, когда многие из наших людей еще по инерции, по своей доверчивости вот, к некоторым сбежавшим из Крыма, бросившим свой народ политикам, прислушались, и вот этот так называемый бойкот, конечно же, ударил в первую очередь по самим крымским татарам. Ведь если говорить о том, что до 2014 года в депутатском корпусе в целом по Крыму было более 1000 депутатов из крымских татар, то после так называемого бойкота их всего осталось порядка 140 человек. И вот это было как саботаж. И вот я вам хочу сказать, здесь непонятно, кто кого бойкотировал. Ведь бойкотировали сами себя. Сами себя откинули назад на несколько лет, свое развитие. Ведь сколько молодых людей могли стать депутатами, могли на сегодняшний день получать опыт административной работы, могли приносить пользу республике, своему народу. Сколько проблемных вопросов можно было этим депутатам поручать. Сколько пенсионеров из числа, и в том числе крымских татар, сколько людей, нуждающихся, могли бы к этим депутатам неизбранным обратиться за помощью. Вот такой и получить конечно, эту помощь. Вот такой вот бойкот самим себе вот осуществили в 2014 году крымские татары. Во что он вылился? Я вам скажу во что, на своем опыте. Вот у меня приемные дни 2 раза в месяц. Я, к сожалению, не могу их чаще делать, хотя принимаю всех, если кто-то приходит на работу. Это огромное количество людей из районов, которые, знаете, как вот в 2017 году, вот ходаки. Ходаки к Ленину, да. Вот людям некуда идти, они идут, потому что действительно, и не виноваты в этом местные власти. Ведь действительно мы понимаем, что местные власти сегодня делают все, но когда нет представителей народа, которые лучше знают проблему, которые знают короткие пути ее решения, тогда тяжело. И в итоге наказанным вот за этот бойкот оказался сам крымско-татарский народ. И, конечно же, те преступные призывы, которые и сегодня звучат из Киева, которые под диктовку киевского режима требуют, запугивая крымских татар, не участвовать в выборах и так далее. Но, слава Всевышнему, сегодня крымские татары глухи в большинстве своем, в подавляющем своем большинстве глухи вот к этим преступным призывам. Потому что все прекрасно понимают, сегодня решается судьба, решается будущее целых поколений. Но не надо забывать, что эти деструктивные силы имеют какое-то влияние. Мы говорим о том, что крымско-татарский народ сегодня напоминает некий такой несущийся экспресс скоростной. И действительно, те 23 года, при которых этот экспресс набирал безумные обороты, остановить сегодня, направить в нужное русло одномоментно, одним решением достаточно сложно. Это не только к крымским татарам относится. Поэтому, дабы избежать каких-то серьезных таких катастрофических последствий, конечно, мы в этой части проводим очень взвешенную политику, направленную на то, чтобы адаптировать, интегрировать людей максимально безболезненно, максимально комфортно. И все, кто препятствует сегодня этому процессу, конечно же, ну, во-первых, действуют уже за гранью закона, в первую очередь. Во-вторых, наносят вред своему же собственному народу. И вот особенно в части, когда мы говорим о том, что многие действуют уже за гранью закона, должно на себя обратить внимание как родителей, так и самих этих людей. Если это молодежь, значит, их нужно остановить. Если это уже люди, которые сформировавшиеся в этой жизни,
если они относятся к определенной когорте активистов либо политиков, тогда они должны себе отдавать полностью отчет о своих действиях, о том, что эти действия чему это может завтра привести, приведут да. их самих к ответственности, и прежде всего перед законом. И после этого занимать политику или даже позицию неких правозащитников, либо говорить о себе как о пострадавших в результате действий какого-то режима, ну, более чем цинично. Ведь наносить вред своему народу, ну, во все времена это считалось самым позорным делом. Ранее из сел выгоняли, и у крымских татар была такая традиция, тех, кто не мог уживаться в своем селе, те, кто наносил вред своему селу, воровал у своих односельчан, удаляли из села. Поэтому нужно об этом помнить. И, конечно же, я не призываю повторить эти традиции, вернуть их сегодня. Да. Сегодня есть закон, он для всех один. Я просто хочу напомнить этим вот горе-активистам, которые никак вот не успокоятся и все продолжают искать себе источники заработка вот на популизме, на вот деструктивной работе. Призываю их все-таки прислушаться и заниматься делом. Правильно. Переходим ко второй чашке кофе. Вы сказали, что да, действительно, деструктивные силы имеют какое-то определенное, ну, небольшое очень, минимальное влияние, которое, я уверен, не скажется на общем процессе выборов. Но все-таки они есть. Все-таки они есть. И как вы думаете, не удастся ли вот этой вот маленькой толике сил раскачать крымскую лодку? Нет, конечно, не удастся. Я один из тех людей, кто, начиная вот с 2014 года, еще, скажем, даже с 2013 года, когда занимал должность заместителя председателя Меджлиса, и моей основной задачей тогда было вывести крымских татар из вот этого оппозиционного крыла, в которое народ загнали, намеренно держали, не давали вырваться. Мы помним, что каждые выборы крымские татары находились в оппозиции власти. В итоге это говорило о том, что крымские татары всегда находились в проигрыше к власти. И после выборов они вынуждены были идти с протянутой рукой на коленях к власти о чем-то просить. А 18 мая мы собирались на площадях и ждали, пока кто-нибудь из этих руководителей с трибуны театра скажет «Мераба» или «Селам алейкум», унизив практически нас в том, что бездействовали весь год. И мы это ловили как подарок, аплодировали с криками «Ура!», значит, там, или еще как-то. Вот что сделали с народом. И, конечно же, это не могло вписываться в нормальные исторические рамки. И в 2013 году, когда мы начали делать первые шаги уже в направлении сближения, тогда был премьер Могилев, тогда был президент Янукович, у нас были первые контакты, первые какие-то встречи. Конечно же, это многим не нравилось. И на это не могли, даже скрипя зубами, смотреть, а наоборот противодействовали и говорили, как это так, Сатхунлух идет. Уже тогда вешались ярлыки. Но мы шли твердо в этом направлении. И уже после февраля, уже в марте 2014 года, лично я, когда увидел, что вот эти наклеиватели ярлыков сатханлыхами сами являются, потому что ничего не хотят делать для своего народа, потому что действуют только ради интересов извне. Только то, что им присылают по электронной почте в виде директив, они реализовывают, где нет ничего об интересах крымских татар, где только интересы внешних каких-то управленческих сил прописаны. Вот тогда был тоже сделан определенный выбор. И мы тогда, оставаясь в Крыму, оставаясь со своим народом, пережив все эти моменты со всеми крымчанами, и мы сказали, что с сегодняшнего дня мы начинаем писать заново свою историю. Мы сегодня, и крымские татары, и все крымчане начинают жить для себя, для развития Крыма, для развития своего государства. Сегодня мы граждане Российской Федерации, и мы сделали в 2014 году свой выбор. И вот когда было уже полностью понятно, что дальнейшая судьба крымских татар зависит только от самих себя, крымские татары начали уже действовать именно
из расчета этой позиции. Конечно же, это произошло не сразу. Я сам очень прекрасно помню Ну, конечно, ту жесточайшую травлю, сознание меняется. которая была организована в том числе из экранов одного из телеканалов, который принадлежал также сбежавшему олигарху Ислямову. Этот телеканал очень много ущерба нанес крымским татарам и продолжает, к сожалению, наносить. Но тогда с его экранов очень много грязи лилось и на меня, и на моих коллег, и на моих соратников, и они сегодня это продолжают делать. Но мы нашли к этому иммунитет. Мы перестали на это отвечать публично, мы перестали делать какие-то ответные заявления. Мы сказали, мы будем теперь отвечать строительством жилья, строительством дорог, газификацией, строительством мечетей, строительством школ, выделением земельных участков. И люди нам поверят. И сегодня этот процесс идет. И я хочу сказать, что все то, что мы пережили в 2014-2015 году, и все то состояние, в котором народ находился в этот период, от сегодняшнего кардинально меняется. И именно поэтому цифры свидетельствуют о том, что активность крымских татар высока. Крымские татары доверяют сегодня власти, доверяют главе республики. И они, конечно же, пойдут на выборы и будут поддерживать своего кандидата и группу тех кандидатов, которые представляют команду крымчан. И еще одна чашечка кофе. Как вы думаете, вот если люди не пойдут на выборы, не будет ли это, может, я выскажусь немножко юмористично, не будет ли это выглядеть как чеховская унтер-офицерша, вдова, которая сама себя высекла? Ну, вот я когда говорил об том опыте и о тех уроках, которые крымские татары, к сожалению, не на чужих, а на своих ошибках извлекают сегодня, и, конечно же, учитывая все-таки максимально высокий прагматизм ментальный, который заложен в крымских татарах, я уже, конечно, уверен, что этого не произойдет. Потому что крымские татары уже поняли, что быть вот такой унтер-офицерской вдовой — это не самое лучшее состояние для большого народа, который должен гордиться своей историей, который должен гордиться своим прошлым и который, конечно же, должен уверенно смотреть в будущее. Да. Поэтому вот вы очень хорошо подметили вот такую аналогию. Конечно же, я думаю, что и уверен в этом, крымские татары от этого навсегда избавились, и сегодня есть лидеры, которые готовы и взяли на себя ответственность вести не только крымских татар, всех крымчан, и утвердительно говорим о том, что Крым сегодня динамично развивается именно в составе Российской Федерации, как субъект, интегрируется и в политической части, и в вопросах социально-экономического роста. Но при этом мы, конечно же, говорим, еще очень много вопросов, еще много нерешенных проблем. Мы всегда подчеркиваем и благодарны народу Крыма за то, что проявляют терпение, за то, что говорят, да, видим, вам тяжело, но мы в вас верим. Да, мы с вас спросим, но мы видим, что вы работаете. Это, конечно, нас поддерживает, это усиливает нашу ответственность. И в этой ситуации, конечно, я благодарен и тем крымским татарам, это практически большинство нашего народа, которые в 2014 году подходили, особенно старики, и говорили: Заур, Кадам, Сабур Этенес, терпите, вам будет нелегко, но мы в любом случае в вас верим, и время покажет, что вы правы. Поэтому сегодня вот уже приходит это время, и, конечно же, мы вместе со своими соратниками, это и Руслан Бальбек, это Ремзи ага Ильясов, это Искендер ага Белялов, это многие другие, не сойдем с того пути, который мы для себя определили. Мы и далее будем эту работу проводить, еще более имея опыт, еще более понимая, где можно ошибиться, а как нужно поступить правильно, а народ всегда подскажет и оценит. Да. Я бы еще добавил, что волеизъявление каждого гражданина РФ — это есть почетная обязанность. Это почетная обязанность, это почетная миссия. Да. Потому что, когда мы с вами бросаем в урну бюллетень, да, мы определяем будущее нашей страны. От нас зависит будущее целого государства. Поэтому это, конечно же, почетная миссия и большая ответственность. Вот на этой ноте, скажем, что большая ответственность, действительно, это большая ответственность, я думаю, что мы подведем итог нашей передачи. Несколько слов для крымчан, пожалуйста. Ну, обращаясь к крымчанам, конечно же, хочу сказать, что 18 сентября
наша гражданская обязанность, наш гражданский долг прибыть на участки, помочь тем, кто с проблемой, может быть, добирается, убедить тех, кто еще не решился, отбросить все угнетения внутри себя, не бояться никаких самокопание. самокопания, не бояться никаких угроз. Я вас уверяю, все те, кто сегодня пытается ходить по улицам крымских поселков и что-то там заявляет, будут отвечать перед законом. Сегодня наша общая задача прийти на выборы, определить будущее нашего народа, определить будущее Крыма. И, безусловно, чем выше будет наша явка, тем наше будущее будет увереннее, тем развитие нас как республики, как, если говорим о крымских татарах, значит, мы говорим, что это крымско-татарский народ. Мы сами сегодня делаем свое будущее, оно в наших руках. Заур Русланович, я знаю, что вот эти дни именно у вас были очень загруженные, поездки, встречи. Большое вам спасибо, что вы выбрали время, пришли к нам в студию и, скажем, довольно четко определили позицию, которую нужно взять на себя и прийти на выбранные участки. Большое вам спасибо. Вам спасибо. А мне только остается добавить, что сегодня у нас в гостях был председатель Комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Русланович Смирнов. Большое вам спасибо. Мы ждем, чтобы вы почаще приходили к нам и разъясняли Хорошо. позиции государства. Хорошо, спасибо. Большое спасибо. Спасибо.